Связисты сваривают символические метры оптоволокна. Колымский экспресс вышел на финишную прямую в поселке Уснера Аймиконского района. Центр полюса холода стал последним пунктом якутской части волоконно-оптической линии связи. Тысячи километров вдоль Колымской трассы. Высокоскоростной интернет добирался сюда 2 года. Мы с вами сегодня присутствуем, как это принято называть, на полюсе холода. И никогда ранее в этих краях не строились волоконно-оптические линии связи. Современные услуги связи позволяют получить и мобильный интернет, и подключить такие социально значимые учреждения, как учреждение здравоохранения. Такую задачу нам поставил президент в ежегодном послании. Это, конечно же, будут и школы, и органы местного самоуправления, отделения почты. Проект «Колымский экспресс» направлен на устранение цифрового неравенства в северных поселках Якутии и Магадана. Он стартовал в 2015 году. За это время на территории республики было проложено около 1400 километров линий связи с пропускной способностью 40 гигабит в секунду. К всемирной сети присоединились жители 5 районов, где проживает 38 тысяч человек. Мы сегодня в республике развиваем, прежде всего, IT-технологии. Наши ребята сегодня уже выходят на мировой рынок своей продукции. Это очень важно. Для этого нужен интернет. Вместе с оптоволокном в Уснеру пришла связь 4-го поколения. До этого события аймиконские абоненты не удивлялись счетам 80 тысяч рублей за 2 недели пользования спутниковым интернетом. Если говорить на примере города Мирного, за 7, 8, 9 месяцев наблюдаем где-то снижение тарифов уже в 48 раз. И, конечно, здесь в Уснере сейчас необходимо подключение. Речка Деленкир, граница республики Саха и Магаданской области. Фотографии и видео с Чесханом, хранителем холода, моментально появляются на просторах интернета. Министр Николай Никифоров и главы 2 субъектов проверяют возможности Колымского экспресса. Эстафета строительства ВОЛС передана Магадану. Теперь селфи на фоне Аймиконских гор можно выложить в любую социальную сеть за пару секунд. Пользователи Центра полюса холода стали полноценными участниками всемирной паутины. К концу 2018 года такая возможность появится у жителей 137 населенных пунктов Якутии. Это 75% населения региона. Айна Внакурова, Максим Бурцев, Вести, Аймиконский район.